У фае брэсцкага тэхналагічнага парка шматлюдна, як на восеньскім кірмашы. Адны прапануюць, іншыя ацэньваюць. На стэндах тое, чаго няма больш нідзе. І што патрэбна многім. Сціплыя людзі ля стэндаў – распрацоўшчыкі, рэзідэнты тэхнапарка. У нас получается 75% это США, остальное это уже Европа и другие какие-то страны. Вот. Ну, а что им позволяет этот костюм Николаеву? В частности, это развлекательное. Да, ну, вообще как бы да. Для выступления всяких звезд на сцене, например, для клипов. Кто-то производит подобное? В Беларуси точно нет. Вообще и в мире. Это одно из решений только. Можем делать по индивидуальному заказу. Не всякий за это возьмется. Не каждый возьмется, и обычно что-то копируют нас в Китае, бывает, вот можно найти, попытаться. Ну, сколько лет вы существуете и много ли вы уже продали продукции? Продукции продано очень много на самом деле, а существуем уже с 2013 года. А гэты костюм брэсцкай вытворчасці здольны полностью погрузить в виртуальную реальность. Передаются ощущения, прикосновения, передаются тепловые ощущения. То есть человек в костюме может почувствовать тепло либо холод. Также передаются все движения человека в виртуальную среду. Костюм может применяться как в игровой сфере, в сфере развлечений, так и в медицине, при реабилитации, в военной сфере. Наша разработка является уникальной. Подобных устройств не существует вообще в мире. То есть существуют некоторые аналоги, но не настолько полные. Сервис виртуальных вандровок у формате панорамного вида, котлы, утилизаторы, биогазовые установки для перапрацоўкі отходов, уникальная программа обновления функций человечего организма после мозговых катастроф. Инновацыйныя распрацоўкі брашчан перасягаюць рэгіянальны ўзровень, адзначае старшыня дзяржаўнага камітэта по навуцы и технологиях Беларуси Александр Шумилин. Часть проектов, которые в области и энергетики, и информационных технологий, я думаю, мы по крайней мере рассмотрим на уровне республики. Ну и если будет экономически определенный эффект и интерес, вполне я не исключаю, что будут внедрены на уровне целой страны. На працягу 3 дзён удзельнікі міжнароднай канферэнцыі аналізуюць магчымасці і ўмовы для развіцця інавацыйнай дзейнасці ў рэгіёнах, дыскутуюць, абменьваюцца вопытам і кантактамі. Настолько живой интерес, с Польши звонят, с Литвы были представители, вот они сейчас и у нас находятся здесь на бирже кооперационной. Живой просто человеческий интерес. Люди хотят пообщаться, встретиться коллеги с теми, которые уже были контакты налажены, эти контакты укрепить, расширить, идеями обменяться. Но идеи идеями, но есть еще и проблемы, и эти проблемы они тоже озвучивали. Что до магчымасцей камерцыялізацыі бізнес-ідэі, то з прыняццем дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця іх стала больш, канстатуюць удзельнікі форуму. З'явіліся рэсурсы, інавацыйны фонд, конкурс распрацовак з грашовымі прызамі. Сёння анансуюцца беларуска-расійскія венчурныя праекты. Працягвае удасканальвацца заканадаўчая база. Госкомитет подготовил проект указа, который создаст определенные льготные условия для всех инновационных компаний и создаст законодательную, понятную базу для возможности реализации проекта от стартапа, но до включая государственную программу инновационного развития. За 2 гады колькасць рэзідэнтаў брэсцкага тэхнапарка выросла з 8 до 3 дзясяткаў. Штодзень некалькі сотняў чалавек ствараюць тут новый твар малога бізнесу Беларусі. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».